Он был высокого роста, широкоплеч, с большими карими глазами, орлиным взглядом. Да, это был он, известный на весь Восток великий полководец. Среди дагестанских ханов, беков, шамхалов, царей самая выдающаяся личность была Сурхай-хан. Его величие заключалось в том, что он объединял все народы Дагестана. И, как ни странно, все народы объединились и шли за ним. Это была большая сила, который защищал самостоятельность горских народов, свободных народов, уздение. Он удивительно мудрый человек был в свое время. Сурхай был велик. Он был велик, он никому, ни ханам, ни царям, никому не уступал. Дух. Чолак Сурхай родился в 1680 году в Казикумухе. В Дагестане в то время наступили смутные времена. В некогда могущественном государстве шамхалов начались распри между удельными князьями. Эти камни помнят тайну своих владык шамхалов, верховных правителей Дагестана. Если бы на миг случилось чудо, и они заговорили, то сердца внемлющих окаменели бы. Вглядываясь в эти знаки, загадочные и завораживающие, как ритуальные танцы, зримо представляешь былую мощь шамхалов. Из тьмы веков они явились к нам и словно вопрошают: достойны ли вы своих предков? Достойны ли вы? Достойны ли? Казикумух, тронный град шамхалов. Во времена Чолак Сурхай-хана стал центром общественной и политической жизни Северного Кавказа. Имя правителя стало широко известно за пределами Дагестана, и все влиятельные феодалы искали его дружбы и покровительства. Слово «чолак» означает «безрукий». Это было так. 7 двоюродных братьев Сурхая не хотели смириться с волей народа и устроили засаду. Состоялся поединок. 1 против 7. Ловкий, изворотливый, в совершенстве владеющий искусством сабельного рукопашного боя, 20-летний юноша сразил 6. Но это стоило ему левой руки. С тех пор его стали называть Чолак Сурхаем, безруким Сурхаем. Отец его слыл суровым и справедливым человеком. Эти качества унаследовал Сурхай. Мать его, мудрая Умамат, была сестрой Умахана Аварского. Ступив на землю Лакии, Надиршак безжалостно расправлялся с непокорным народом. В аулах Хозрех, Кули, Шовкра были устроены шахкирманы, молодьба шаха, как стали называть в народе жестокие игры завоевателей. Малолетних детей отбирали у матерей и бросали под копыта несущиеся конницы шаха. Таких зверств еще не видели горы. Ожесточение народа достигло предела. В ответ на деяния захватчиков грозы и молнии высекали людские души, беспощадно разя врагов. В селении Шавкра при переходе каньона над Иром пасть бурлящей реки проглотила немало персов.
Жители по приказу Сурхая разрушили мост через реку. Перейти ее вброд можно было лишь преодолев крутой спуск. Надыр приказал не останавливаться, только вперед. На этих склонах у реки Казикумухская Койсу, выполняя приказ шаха, полегло огромное число персидских воинов. Не сумев сдержать натиск войск Надыр-шаха, Сурхай-хан приказал отступить в Казикумух. Путь персам был открыт. Они лавиной ворвались в столицу Лакии. Началась битва за каждую улицу, за каждый дом. Сурхай-хан не считал, что Дагестан повержен. Он верил, что у народа еще имеются силы для борьбы. И послал во все концы Дагестана призывы подняться на решающий бой. Сохранилось письмо к чохскому джамаату от требующего помощи хана Сурхая своим друзьям, дорогим братьям. Эй, люди, имеющие в сердце своем веру, хотя бы золотник, приходите воевать с каджарами. Сегодня тот день, когда каждый мусульманин свято обязан идти на войну с проклятыми персами. Кто сегодня падет, будет жить вечно. Кто сегодня дрогнет, будет проклят навеки. Сурхай-хан приказал отступить коннице своего сына Муртазали на Турчидак, и там, соединив отряды горцев, дать войскам Надыра решающий бой. Сам же с горсткой храбрецов стал обеспечивать отступление конницы. Надыр-шах, захватив Казикумух, праздновал победу. Он не знал, что военный план плененного Сурхай-хана осуществит его сын Муртазали на Турчидаге. Сюда стекались тысячи смельчаков со всего Дагестана. Чабаны, побросав свои жилища, выходили из скал, чтобы пополнить ряды воинов. Отправив пленного Чолак-Сурхая в Дербент под охраной, Надыр-шах спешил разгромить ополчение Муртазали. Но едва Надыр-шах покинул Казикумух, как город восстал. Сюда стали стекаться жители окрестных аулов. И на священном Коране в джума-мечети давали клятву умереть за родину с честью, чем жить под пятой завоевателей. Раздавалось оружие. Все, кто мог его держать, шли на подмогу Муртазали. Судахар, Акуша, Хонзах, Рича, Куркли, Чукна, Абох, Мегеб, Бухты, Камахал, Паласма и жители многих других селений. В битве на горе Турчидак Надыр-шах потерпел сокрушительное поражение от объединенных сил Дагестана под предводительством Муртазали. Сеча шла, клокотала крови река, словно чаши весов качались войска. О, хан Муртазали, как ты саблей сверкал! Там, где сеет меру, ты 10 клал, там, где сеют 10, ты 100 убивал. После поражения на Турчидаге Надыр-шах бежал в Дербент, свой последний оплот, и укрепился там на зиму. Там же в заточении, в
в крепости Дубаре находился Чолак-Сурхай-хан. Седовласый старец. Он подолгу смотрел на кладбище, кархляр 40 мучеников за веру, и, кто знает, думал о своей судьбе. Вокруг могучих стен крепости дремучим лесом вставали надгробия тех, кто верой и правдой служил своему народу и сохранял независимость Дагестана. Он с горечью думал о том, что если бы с самого начала удалось ему объединить народы Дагестана, не было бы столько жертв. Сурхай-хан, он действительно является выдающейся личностью, именно в моем понимании, потому что им не только была сделана политика государственности Дагестана, именно Казикумухского ханства. Он действительно является после Шамхалства и первым ханом Казикумуха. Для меня он великий символ моего народа. Именно я могу сказать, лакского дагестанского народа. Я считаю, это есть величайшая личность истории. И думаю, многое можно поучиться. И пусть сегодняшнее поколение, завтрашнее поколение учится о истории и не спотыкается на одном и том же месте. Казикумух. Здесь похоронен национальный герой Дагестана Муртазали, сын Чолак-Сурхай-хана, погибший вскоре после сражения на Турчидаге и получивший раны. В преданиях говорится, что на этом же клочке земли находится и могила Чолак-Сурхая. Тоже свидетельствует и известный на весь Восток ученый-богослов из Казикумуха Замир Али. Чолак-Сурхай-хан прожил 68 лет. Из них более 40 лет воевал. Сумел положить конец раздробленности Дагестана и начал борьбу за объединение всего Кавказа. 22 года он был бессменным всенародно избранным ханом Казикумуха и Ширвана.